веселым челом, всем веселым. Красота, 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 красота. А это что за дым? Все знают, что от лесных пожаров погибает много гектаров леса. И вот вы можете видеть, как пейзаж испортил очередной лесной пожар. Лесные пожары – горение растительности, стихийно распространяющиеся по лесной территории. Основными причинами лесных пожаров являются деятельность человека, грозовые разряды, виды лесных пожаров, низовые, высота пламени 50-150 см, верховые. Их скорость достигает от 5 до 80 км в час, в зависимости от ветра. Подземные возникают на участках с сухими торфяными почвами. А вот что писал о лесном пожаре Василий Юхнин в романе «Алая лента». Год был памятен и другим. Все лето горели леса. Сперва пожары начинались от подсек. Огонь цеплялся за прошлогоднюю траву. Легким палом прихватывал только что зазеленевший кустарник. Но первая же роса гасила его. Потом, когда высохла почва, старая хвоя, истлевшие колоды, разный лесной мусор, все стало горючим, как порох. Стоило охотнику пострелять по глухаринному выводку, как тут же вздымались к небесам клубы черного дыма. Так было в Привузье и по Сысоле, вдоль Вычегды и верховьях Печоры, на Ижме и на Мизени. Сбились с ног лесники и объездчики. Каждое утро десятские гнали людей тушить пожары, но народ выказывал послушание только до сенокоса. В страду люди либо вовсе не шли, либо только делали вид, будто отправляются на пожар, а на самом деле расходились по лесным пожням ставить стога. Затем, когда просохли болота, огонь принялся за торф, и хотя в сенокос прошли грозовые дожди, дыму в воздухе не стало меньше, а все прибавлялось, и сквозь него уже едва виднелось ржавое солнце. И еще до того, как подошло время охоты со стороны Поволжья вдоль Камы и по пыльным вятским дорогам, потянулись на север толпы людей с изможденными землистыми лицами. Тут были татары и мордва, чуваши и русские, марийцы и удмурты. Все они бежали от голодной смерти. Много ищущих пропитания голодающих попало в здешние края. Влажное и короткое северное лето не боится засухи. Дым стоял в воздухе до самой осени. И когда пошла белка, эти рыжие зверьки казались стремительно растекающимися язычками пламени. Словно лесные пожары выпустили их, чтобы охватить огнем новые участки. Причина возникновения лесных пожаров – антропогенный фактор, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при заготовке леса, выжигание травы на сенокосах, отгонных пастбищах, оставление в лесу бутылок, осколков стекла, которые могут сработать как линзы при ярком солнечном свете. Естественные, природные причины. Молния. Всякий раз, когда бушует молния, возникают искры, которые могут вызвать лесные пожары. Извержение вулкана. Горячая магма, возникающая в земной коре, становится лавой во время извержения вулканов. Ну а вдруг, если вы оказались в зоне, где распространяется лесной пожар, то я вам расскажу правила выхода из опасной зоны. Во-первых, необходимо защитить органы дыхания, надев маску, повязку, закрывающую рот и нос. Во-вторых, идти в наветренную сторону параллельно распространению огня, лучше к водоему. В-третьих, если вы попали в место торфяного пожара, то идите против ветра и прощупываете землю палкой или шестом. Вот что я вам прочитал про лесной пожар, источники укажу вот здесь. Благодарю за просмотр, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, поделитесь с друзьями, ну а я буду трудиться дальше. Бамбим! Сестры, братья, це ви читайте.